10 автомашин «Урал» и другое военное имущество передано в безвозмездное пользование в рамках практической реализации соглашения между Абхазией и Россией об объединенной группировке войск Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации. В церемонии приняли участие вице-президент Виталий Габня, секретарь Совета безопасности Республики Мухаммед Килба, председатель Комитета по обороне и безопасности Народного собрания Илья Гуния, временный поверенный России в делах Абхазии Юрий Ясносакирский, представители командования Южного военного округа и Российской 7-й военной базы. Перед нами стоит общая задача по поддержанию мира и безопасности. И сегодня мы делаем очередной шаг в этом направлении. Передача военного имущества – это первый этап нашей совместной работы. Указом министра обороны России за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации, 5 офицеров вооруженных сил Абхазии награждены медалью за укрепление боевого содружества. 21 сентября в России отмечают День воинской славы. Как подчеркнул временный поверенный России в делах Абхазии Юрий Ясносакирский, очень знаменательно, что именно в этот день происходит первый этап практической реализации соглашения между двумя армиями-союзницами. Очень знаменательно, что в такой день мы крепим реальными делами наше боевое содружество, боевое братство. Еще раз я вас поздравляю, награжденных военнослужащие армии Республики Абхазия и весь ваш воинский контингент с поступлением новой техники. Надеюсь, это будет не последний этап передачи техники и новых вооружений, которые будут служить делу модернизации вашей армии, нашей союзницы. Вице-президент Виталий Габня поздравил всех с таким значимым событием и отметил, что между Абхазией и Россией ратифицированы 23 межгосударственных договора. И сегодня сделан еще один шаг в деле реализации одного из них. В реализации договора от 24 ноября 2014 года сегодня Российская Федерация передает Республике Абхазия технику, тем самым поддерживая Министерство обороны в деле укрепления нашей армии. Начальник Генерального штаба Министерства обороны Абхазии Анатолий Хрулев выразил благодарность Министерству обороны и Генеральному штабу России и заверил, что все союзнические обязательства, касающиеся Министерства обороны Абхазии, будут выполнены. Затем военнослужащие российской армии передали ключи от автомашин своим абхазским коллегам. Ирина Аршева, Алексей Абухава, Абхазское телевидение.